нет дня, чтобы не убеждаться в том, что сейчас вот Дамаск – это развилка истории этого огромного региона. Если вдруг события пойдут по траектории сноса светского режима в Сирии, то считайте, что власти, там, где пришли братья-мусульмане, там, где они собираются, как в Египте, вернуться к власти, это получится всеобщее развитие. И, конечно, обстановка не только там, но на южных рубежах нашей страны изменится. И тут никто не собирается другого пугать. Это очень серьезное дело. У нас своя арабская весна уже была, между говоря, в Чечне, да? В своей форме. Помните, там и шариат, и расстрел, и то, что в самом худшем варианте. Это было недавно. Но так удалось все это преодолеть. Но это может повториться. Это очень серьезный вопрос. Поэтому если Сирия выстоит, тогда это будет мощный убедительный сигнал к тому, что народ сумел защитить свою собственную страну и сохранить страну как многонациональную и многоконфессиональную. Вот если по этому пути все пойдет, тогда, значит, будет надежда. Ну и к этому следует добавить, что за все после советские годы я не могу назвать другого примера, более убедительного, чем вот линия государственного руководства Российской Федерации, самого президента Владимира Владимировича Путина по сирийскому вопросу. Часто говорят, что нужно России в Сирии. Вы знаете, это такой поступок, так сказать, нашей дипломатии, нашего руководства, который насторожил, так сказать, всех, которые считали, что все, российская дипломатия, она уже находится на периферии. И мы продолжаем работать над тем, чтобы все-таки Женевская конференция состоялась, идет серьезно, несмотря на осложнение отношений сейчас и со Сноуденом, и с другими делами, работа идет серьезно, чтобы уже этим летом конференция собралась. Потому что если не будет урегулирования при участии ООН и других стран, членов Совета Безопасности, в данном случае и нас, и Соединенных Штатов Америки, то другой путь – это война. А война конца не имеет в Сирии. Я вам должен сказать, что наша страна за 50 лет столько, видимо, сделала для этой страны. Армия 300 тысяч, ни один командир дивизии не сбежал, никто не покинул поле боя, там, ни один начальник академии химзащиты, и то сейчас вот, один начальник училища дезертировал. Вот и все. Это же, смотрите, уже сколько, 2 года и 7 месяцев они держатся. 2 года и 7 месяцев. Поэтому это не сирийская проблема, это проблема, выходящая за пределы самой Сирии. И у вас масса вопросов может быть, у меня даже ответ не найдется, потому что это, вот как, это, значит, вся эта кибернетика, интернет, это а так сейчас их политика. Многие собеседники наши, они не могут объяснить, зачем они пошли на эти шаги, на свержение Каддафи, на предательство Мубарака. У них нет серьезного объяснения. Я недавно встречался, присутствовал, по-моему, Алан, ты вовремя подошел или еще не подошел, с 4 американскими конгрессменами. Долго мы разговаривали. Это у тебя было, да? Мы уединились. Ну, они говорят, ну хорошо, вот вы рассуждаете, а что делать? Я говорю, ну вы же почти 20 с лишним лет работали с Мубараком. Граница с Израилем была спокойна. Не было рецидивов войны. Армия была ваша. Вы их снабжали. Они ежегодно выделяли $1 200 000 000 для поддержания только состояния командного состава. Они армию просто предали.
Потому что они начали заигрывать с Мурси. А сейчас они в таком непонятном тоже положении оказались. Поэтому, когда говорят, вот все это сценарий американский, это не так в этом случае. Это не времена холодной войны. Здесь происходит все очень спонтанно, потому что Асад был любимчиком Запада, потому что он окончил отделение офтальмологии, да, называется, глазного врача, да, в Лондоне. Жена у него имеет гражданство английское. Он европейского склада человек. Все на него ориентировались. Его Саркози туда к нему летал, до этого другие, все. Что произошло? Вот сейчас, значит, цель такая – свалить режим. Ну, по состоянию на сегодняшний день, чтобы вы знали, эта цель, она связана с тем, чтобы открыть пространство в направлении Тегерана, поскольку шиитский Иран и в руководстве в Сирии алавиты, алавиты – это часть шиитского общества. И если Сирии не будет, которая имеет очень доверительные отношения, еще в мое время я очень благодарен, там можно было кое-что узнавать всегда. Значит, если не будет Сирии, то, конечно, сразу открывается Тегеран с его, так сказать, самостоятельной ролью. Да, ролью в Персидском заливе. И вот сейчас опасность в чем? Чтобы борьба не приобрела характер борьбы между шиитами и суннитами. Это будет религиозная война, это очень надолго. Это надо эту ситуацию переломить. Правда, спонсоры Египта сейчас сильно поменялись. Катар полностью разочарован, что Мурси свергли. Но зато Саудовская Аравия очень довольна, потому что она боится, что у них тоже могут подняться братья-мусульмане. И сметут королевство, так сказать, и в Эмиратах, и так далее. Поэтому, конечно, у нас политика наша основывается на том, что, во-первых, мы демонстрируем приверженность базовым принципам устава ООН, это правильно, это необходимо, больше нельзя. Ну и потом, это не для газеты, одновременно это не секрет. Если бы мы не проголосовали, не воздержались при принятии резолюции по Ливии, то не было бы действия резолюции о бесполезном небе. То есть фактически это неудачно. И мы не можем второй раз это допустить. И не допустим, и кажется, все идет в направлении того, что не удастся нас выбить из этого курса. У нас достаточно широкий сейчас диалог идет с западными странами, и возможности открываются для, конечно, огромное количество жертв там, это понятно, в Сирии, но если бы пал режим, тогда, конечно, государство могло вообще, так сказать, расколоться. Там же около 3 миллионов курдов в Сирии. И курды сначала занимали нейтральную позицию. Я недавно принимал здесь делегацию. С ними почему-то приехал француз, они во Франции там имеют штаб-квартиру. И я им прямо сказал, что смотрите, значит, Турция что сделала? Она расширила границу с курдами на 500 километров своим поведением антисирийским. То есть сирийская часть границы, она там тоже живут курды. И у Турции сейчас головная боль. Они вообще, зачем мы это пошли, непонятно. Сейчас пытаются исправиться. Если бы Турция не заняла антисирийскую позицию, возможности были очень ограничены. Поэтому, если бы все пошло по плохому сценарию, курды, алавиты, конечно, ушли все в горы, это наиболее воинственный народ, командиры всех танковых бригад, дивизий, летчики, сам Асад старший был летчиком, он у нас учился во Фрунзе, так сказать. Военное командование это алавиты, они очень мужественные люди. Хотя вот остальное руководство, в том числе министр, у них вообще это такая гармоничная страна была. Даже еврейские дома, вот мы последний раз с Сережей Гатаговым там были вот в конце
когда уже выступления начались, в начале, по-моему, 2011 года, мы ехали к патриарху Игнатию IV. Это колыбель, между прочим, восточного христианства. Как он долгую жизнь прожил, это больше 90 лет. Сейчас он переместился по возрасту уже. Но мы ехали туда, и нам рассказывали, что евреи, которые уехали из этой части Дамаска, до сих пор звонят своим соседям, ни один гвоздь не утерян, дома целые, в стране живут и, значит, друзы, и курды, и, значит, черкесы, и кого только там нет в этой стране. Прекрасные традиции исламские. Ну, Кифтару был до этого муфти, пожилой человек, один из лучших известных деятелей. Сейчас сына потерял, но он несколько раз сюда приезжал. Такие традиции, так сказать, православные. В 1640 году патриарх Алепский приезжал сюда, и до сих пор Русская Православная Церковь это подтверждает. Вся литургия делается вот по тем временам, он здесь оставался год с лишним, как тогда велся. Поэтому у нас какие-то корни есть, конечно, связи с этой страной. И по линии религии, и 100 тысяч человек получили образование в нашей стране. Это тоже надо учитывать. Небольшая страна, но очень важная страна. Вот сейчас как раз пытаются объяснить, почему против Сирии борьба идет. Это очередная версия. Версия, мол, такая, что все реальные противники Израиля, кроме Сирии и Ирана, убраны в регионе. Их таких уже нет. И вот Сирия, более доступная цель, ее надо убрать. Я не считаю, что это главная причина, потому что в самом Тель-Авиве и в Иерусалиме вы не найдете газет, где бы резко критиковали режим. Потому что у них еще с 1969 года на голландских высотах ни одного выстрела не было. С той стороны, хотя враждебные отношения, но каждая сторона выполняла свои обязательства, оккупировала территорию голландскую. Но сирийцы контролируют, а сейчас никто не контролирует, так же, как на Синайском полуострове. Что касается выходцев, то я Валерию Владимировичу сказал, что Махжана Хамадом, что мы за Юмахом Хавей, вот автовожагом с Махахошчин, что мы хуже. То есть, что нам на себя брать ответственность, что за это? Там огромное количество других диаспор живет. Остин там мало. Мы с ними встречались, и в последний раз встречались. Они очень проявляют интерес всегда. Но вот я могу сказать так, что из тех, кто попадался в поле зрения, может быть 10, может быть 15, вроде бы есть что-то по разным источникам. В целом 200-300, вот и все, с Северного Кавказа. Причем некоторые, вот, чтобы я не вижу тут особого беспокойства, если не будет какого-то, конечно, из ряда выходящего случая. Там вроде один парень наш уже и погиб, почему-то он оказался на другой стороне баррикады, это никто. Но я вот просто хочу сказать, что некоторые чеченцы, например, живущие давно в Турции, давно уже, никогда не приезжавшие уже в каком поколении, они, конечно, из политических соображений, как мне сказали, иногда заявляют, не только чеченцы, может, кабардинцы, что вот они оттуда, с Северного Кавказа. На самом деле они не с Северного. То есть число тоже небольшое. Поэтому мне кажется, что это не такая серьезная политическая проблема, которая должна вводить нас в состояние вот, прямо ответственности, что мы там что-то делаем. Видимо, попали какие-то наши ребята, есть кому вербовать, но такого характера массового это, конечно, не будет. Хотя, с другой стороны, так сказать, там остины живущие, им тоже уезжать. Вот мы начинаем, значит, надо спасать немедленно, да, наших ребят. Ну, во-первых, так, они в 6-м поколении сирийцы все-таки. Страна в опасности, да? Надо же как народ наш, все-таки он не убегает же с поля боя. Поэтому вот прямо требовать, чтобы все оттуда уехали, этого не надо.
У нас в республиканской печати идут дискуссии, иногда приобретают такой острый характер. Как мы так, страна, мы, Осетия, не можем своих субъектов спасти. Но силой их оттуда не вытащишь. И зачем это делать? Потому что у них есть имущество, там есть где, в конце концов, куда-то уйти в опасное место. А тот, кто считает себя гражданином, он должен быть там, где положено мужчине во время военных действий. Интегрированы там. А? Интегрированы. Да и уже, конечно, прошло это еще со времен Кундуха. Вот сейчас вышло это принятое издание Кундуха, очень интересно почитать. Я не знаю, кому-то попадалось это уже, недавно переиздали. Как он уводил, когда черкесов из Калтата. Как вы считаете, вот сегодня мы с американцем Россия, я вот лично мое мнение, как-то мы скромно ведем себя к политике руководства Америки. Вот даже вот сейчас сегодня вот этим Сноуденом. Вот. Они нас не просят, как положено в мировом цивилизации, как и положено, чтобы обратиться официально. Нас говорят, отдайте нам его. Ну как мы ее ведем? Слушайте, Америка, оставшаяся из двух сверхдержав. Мира нет биполярного. Раньше было относительно равновесие. И вот сейчас, вот вы говорите, мы как? Вот сейчас, так сказать, имея меньшие возможности, наша страна демонстрирует, что у нас есть своя отечественная дипломатия и есть суверенная политика. Разве это мало? Мы же поехали на G8, и все сказали, что там в Сене, и канадский премьер-министр специально по сценарию задал тон, они изолируют Путина и постараются ему навязать свои взгляды, в том числе по Сирии. А получилось, ну это же так, получилось совсем наоборот. Канадец полуизвинился, и приняли в том числе Кэмерона, который затеял вместе с Саркози всю эту ближневосточную, так сказать, весну, они присоединились к нашей позиции. Разве не мы вынудили после прихода нового генсека, чтобы американцы, заявившие, что дана установка поставлять современные виды оружия там, сирийским повстанцам, и потом они сказали, не будем поставлять американцам. Это же наше, можно сказать, влияние. Да? А кто будет, что китайцы великая страна, но не только руку поднимают, они не вступают в это. Публичные серьезные дискуссии. Мы часто одни остаемся, а они все вместе остаются. Но позиция Лондона изменилась, позиция ФРГ изменилась. Американцы сейчас отказались, по крайней мере, хотя они рядом в Иордании держат, так сказать, крупные сухопутные соединения, но это на территории другого государства. Время показывает, что это бумерангом по ним ударит. Вы представляете, что 2 десятка посольств, вы представляете такую судьбу государства, такого мощного, закрыты. Они откроются, может быть, только 10-го. Слушайте, это же совсем... Поэтому считать, что вот они диктуют все, этого нет. Этого нет на самом деле. И мы должны эти вещи брать на вооружение. Из сообщений средств массовой информации складывается впечатление, что сирийская армия с самого начала очень неактивно принимала участие. А ведь вооруженные очень хорошо. Они сейчас будут больше втягиваются. Дело в том, что на первых этапах войны можно было, в принципе, все подавить. Но опасались, что это вызовет, спровоцирует внешнее вмешательство дополнительное. Но так и получилось, потому что загадать трудно было. Конечно, силы в сотни раз превосходили. И я вам сейчас скажу, что вот даже сейчас сирийская армия может взять Алеппо. Это Алеппо в чьих руках сейчас? в основном, как говорил в переписке с Черчиллем генералиссимус, в основном в надежных руках. Он так говорил. Теперь Владикавказ наш, и он надежный. Поэтому вопрос как раз в том, что они сейчас не хотят тут
с большими жертвами и разрушениями. Это город-красавица вообще. Да, Алеппо, миллионный город. Да, это архитектура такая. И они не хотят вести танковые бои на улицах. Вы посмотрите, как армия перестроилась. Она же вся идет, снайперы проходят, значит, там все одеты. И они прямо теми же тропами, как и Аль-Каида там. Это же ужас уже что-нибудь делать. Они убили за одну ночь 430 из них детей. Понимаете, за одну ночь вырезать столько людей. Поэтому, значит, есть внешние успехи Сирии зависят от военных успехов. Я бы, конечно, очень обрадовался, если бы к моменту Женевской конференции они освободили Алеппо. Алеппо это мощное. Я был там. Был, да? Работал. Там много армян живет. Даже вот Тер Петросян, 40% который армян. был президентом Армении, он выходит оттуда, кстати говоря, из Алеппо. Серьезно ли можно оценивать вот некоторые явления, которые антиисламистские, так сказать, в исламском мире? Восстановление как бы гражданского общества. Там, Нет, и так ну далее, это и так очень далее. серьезно. Ну, друзья, я вам штрихами скажу, просто, если у вас есть еще 2-3 минуты. Вот возьмите выборы, да, когда избрали Мухаммеда Мурси. Ведь он выиграл 2,5%, 3%, да? Казалось бы, демократическая модель. Но дело в том, что две части, участвующих в выборах, вообще несовместимы. Они антагонисты. Здесь полностью выиграли братья-мусульмане и их сторонники, которые находились в подполье 52 года, иногда выходя еще со времен Насера. Насер еще в свое время сказал, по шариату, говорит, еще жить как-то можно, но по шариату государством нельзя управлять. И их тогда в разное время, и особенно вот Мубарак, Анвар Садат же от этого пострадал. Его они расстреляли, потому что он же поехал в Тель-Авив тогда, и Кэмп-Дэвид тогда, прорыв такой был. И, конечно, многие его считали предателем, но он заплатил жизнью, его расстреляли во время парада. Поэтому, конечно, в Египте это страна большая, но там пустыня, они все живут вдоль Нила. В Каире там по 20 миллионов населения, если не больше, Александрия, там Суэц и так далее. А другие это не обрабатывали землю. У них, слушайте, у них сейчас дотация по ЖКХ. Только дотация, значит, 20 миллиардов долларов для того, чтобы дать владельцу машин дотацию на бензин, на газ, на все остальное. Где брать эти деньги? Они же все это брали у других стран, египтяне. К чему я веду? В Египте очень образованная часть общества есть. Понимаете, вот мыслители. Если взять, например, журналистов, Хейкал, он всегда четверть века входил в пятерку самых выдающихся журналистов-аналитиков. Вот Аль-Барадей, да, тоже не рядовой человек. И у меня много там друзей было, поэтов, крупных, так сказать, с мировыми, кинодеятелей. Вот кто, так сказать, олицетворяет защиту светского устройства государства. Вот они олицетворяют. И с ними молодежь. Ведь в апреле молодежь вышла на улицу. Но победа досталась им, потому что они не организованы, у них не было лидеров, опыта. А это более организованная политическая сила, тем более они нашли путь к сердцу голосующего крестьянина. Они ему пообещали лепешку и свободу его религии. А ему, крестьянину, больше ничего не нужно. Поэтому если бы даже Мурси удержался, он бы не мог долго продержаться. Тем более, что это же странно, что вот малоизвестно. Он в Конституцию внес 5 поправок за год. Он назначил своих губернаторов, своих из братьев-мусульман, губернаторов. Но они же не могут. Военные это же не потерпят. Военные это же сила в Египте. Насер был военным, Садат был военным, Мубарак был военным. Слушайте, это и сейчас нынешний тоже, это, между прочим, бывший военный атташе Египта в Саудовской Аравии, нынешний министр обороны, который пытается спасти. У меня разошлись точки зрения. У нас была тут дискуссия публичная. Может, кто-то из вас видел, там участвовал Пушкова, Никонов и Шкриновский. Я в то время высказался так
дал понять, что я поддерживаю роль армии в этой обстановке, чтобы развести стороны, так сказать, противоборствующие. Но здесь были такие точки зрения чистой демократии. Избранный законно, и он должен оставаться. Но законно, незаконно, если бы это он не стал использовать свое положение сразу в своих интересах. Но он же начал это немедленно, так сказать. Он же отстранил военных. Как можно военных, которые со времен антиколониальной борьбы и короля это, Фарука, они как же можно их выбрасывать, так сказать, в море военных? Элита. Вот и Эрдоган доиграется, вот вы запомните мое слово. Он уже второй слой военных загоняет в тюрьмы. Сейчас опять осудил, так сказать, пожизненно, там очень много. Это серьезное дело. Серьезно, дай мне книги, дай мне, я сейчас в присутствии моих друзей передам, значит, нашему штабу. Там чьи-то книги, да, кто-то сейчас изучается. Вообще периодически такие встречи надо проводить. Да, а мы раньше проводили, в доме ученых проводили. Забыли немножко. Да. Есть же еще живые главы продукции. Так, вот я вручаю Валерию Владимировичу, да, один из 500 экземпляров существующих. Это такой интересный проект. Профессиональный перевод нарского эпоса английскими специалистами по Алании на английский язык. Значит, таких книг в мире 500 штук, 100 штук через библиотеку Ленина мы разослали, начиная от библиотеки Конгресс США до Нью-Дели и так далее. И вот эта книга пусть в библиотеке нашего центра будет. Это вопрос по Южной Осетии. Значит, вот этот альбом называется «Осетия-Алания». Художник и фотограф великий, так сказать, любовец. Я его, когда он мне показал, я говорю, а почему ты стену вот так сделал? А это, говорит, дорога в Южную Осетию. То есть Северная и Южная Осетия. Это альбом «Осетия-Алания». Альбом очень всем нравится. Он есть и у руководителей страны. Я с удовольствием передаю это тоже. «Осетия-Алания».